Мы продолжаем наше увлекательное путешествие в мир осетинской хореографии. И сегодня мы будем говорить об одном из самых известных, популярных танцев, о танце шимд. Сразу оговорюсь, что есть у этого танца несколько разновидностей. И вот самое известное называется шимд круговой. Это танец, который завершал программу общественных танцев. Начинались танцы с танца приглашения хонга, потом распорядитель танцев определял программу, репертуар. А шимд означал, что танцы завершаются. Особенность шимда в том, что он по своему характеру является массовым. То есть практически все участники общественных танцев, они должны были быть в нем задействованы. Само название танца, согласно этимологии Василия Ивановича Абаева, оно восходит к древнему слову «самая», древнеиранскому, и означает совершать некие ритуальные действия. В этом нет ничего удивительного, потому что ритуал – это нечто, повторяющееся из раза в раз. И в этом отношении все общественные танцы, даже сам институт общественных танцев, он был ритуализирован, потому что была программа, был определенный состав участников, существовал танцевальный этикет. И все это можно описать словом ритуал. С точки зрения социально-исторической, выход девушки на общественные танцы, участие в шимде означало, что она невеста, что ей можно делать предложение. Раньше мы уже говорили, что все общественные танцы фактически представляют собой акты одной большой пьесы, которая разыгрывается в рамках эпико-мифологического театра. И для того, чтобы понять содержание шимда, важную роль, подсказку играет песенный фольклор, который его сопровождает. Сейчас это, в общем-то, не очень привычно, да? Танцы исполняются под аккомпанемент музыки. А прежде, как правило, обязательным было исполнение песен. Песен непродолжительных. Вот что касается шимда, то сохранились записи, благодаря которым мы знаем, что со стороны мужчин было обязательно запевало, и он пел «Махан нахиштар урыжмагу». Вот классический шимд исполняется на 4/4, и вот эта фраза «Махан нахиштар урыжмагу», она как раз хорошо ложится на этот размер. Означает она, что у нас за старшего нарт урозмак. У женщин тоже была запевала, которая отвечала. И она в ответ пела «Махан невшин шатанову». Община – это старшая хозяйка в доме, у которой хранились ключи от кладовой. Потом, когда появились буфеты, видимо, и от буфетов, она принимала участие в решении внутрисемейных вопросов. Ее голос был очень важен. А применительно к вот этой паре урозмага и шатана речь должна идти о царе и царице. Еще я скажу, что вот в эти перепевки включались и музыканты. А музыканты пели «Махан накаштар ацамажу», тем самым подразумевая, что они унаследовали вот эту музыкальную традицию, которую эпос связывает с ацамазом. То есть фактически прямым текстом участники общественных танцев объявляли о том, что они воспроизводят
некие действия, отсылающие к эпохе нартов. А поскольку нарты мыслятся как первопредки, то все как бы становится на свои места, а участники танцев, принимая на себя образы нартов, становятся участниками событий первотворения, событий начальных времен. Для традиционной культуры это обязательно, потому что она обращена в прошлое. В прошлом находится Золотой век, та эпоха, когда закладывались прецеденты, образцы, некие эталоны, которым следует подражать, которые следует воспроизводить и о которых следует всегда помнить. И танец не только позволял напомнить о них, но он позволял и примерить к себе образы этих участников эпохи, когда от человека требовалась богатырская мощь. Мужчины – это Оружмак. Мы обращаемся к эпосу и понимаем, что Оружмак – это мудрый правитель. То, что он правитель, мы узнаем благодаря целому ряду деталей. Ну, во-первых, Оружмак сидит за старшего, когда нарты участвуют в своих ритуальных молениях, которые по-астински называются куфт. Вот если, опять же, мы попытаемся выяснить происхождение этого института, то мы неизбежно придем к древнегреческому обряду теоксении. Это священные пиры, участниками которых считались небожители и герои. И теоксении, они зафиксированы даже не в архаическую эпоху, а во втором тысячелетии до нашей эры. Это эпоха бронзы, да, Микенская бронза так называемая. И связь с теоксениями, она прослеживается на уровне эпической формулы «Нарт жетта мадауджитима амхардем ноштудышта». То есть нарты с небожителями, сотрапезниками. Вот фактически в этой формуле воплощается идея теоксении. Ксенос – это гостеприимство, тео – это теос, это Бог. То есть, еще раз, теоксения – это когда участниками священных пиров становятся небожители и герои, которых принимают в качестве гостей. Оружмак не только возглавляет, да, не только выступает в роли первосвященника, но он еще и обладает атрибутами царской власти. Когда он возвращается домой, вон такилой, шаргубарой, то есть вот в плохом настроении, да, огорченный, то он садится в свое кресло из слоновой кости. Пылыштак калатчин. И вот это кресло из слоновой кости – это воспоминание о эпохе государства аланского, об эпохе, когда царь обладал вот этими царскими инсигниями, знаками своей царской власти. И одним из этих знаков, конечно же, был трон. Сейчас он сохранился в виде кресла старшего, калатчан. Да, кресло с резьбой, оно устанавливалось возле очага. Никто из домочадцев не смел на нем сидеть. И это было место старшего Хазары Хисау. А вот другой атрибут, тоже характерный, это мантия. В эпосе она называется тинтычикарс, то есть это шуба из беличьих шкурок. Самый хорошо известный нам пример – это горностаевая мантия, царская горностай. Вот как бы вкратце вот эти признаки того, что Оружмак царь. И еще само имя Оружмак, оно исторически засвидетельствовано. И это действительно имя одного из аланских царей. Сохранилась даже печать этого царя. И на этой печати он именуется Росмиком. Имя Оружмак, есть разные этимологии, но сейчас большинство специалистов склоняются к версии, что оно значит вот то же, что и осетинское современное наречие Ражма, Ражмаганаг. То есть это предводитель.
тот, кто ведет за собой. Это объяснение, оно тоже достаточно аргументировано, потому что, вот, например, этот высший титул, средневековый европейский, герцог, да, он, собственно, и значит войсководитель, то есть тот, кто ведет за собой войско. Герцог – это хере цога, хере войска, цюган – это вести за собой, то есть предводитель. И вот именно такой урозмак. И да, мы сказали, что с одной стороны эти образы отсылают нас к архаике, с другой стороны эти образы, в том числе и средневековые. Шатану мы знаем благодаря событиям, связанным с взаимодействием алан и армянских царей, начала поздней античности. И таким образом вот эта хореография обрастает не только эпическими, не только мифологическими, но и историческими смыслами. А вот мифологические смыслы, нам сейчас о них как раз и предстоит поговорить, потому что мы для себя решили, что базовой для осетинской хореографии является брачная семантика, которая находит выражение в мифологеме священного брака. И вот с этой точки зрения Шимд по своему сюжету, по своей драматургии, он хорошо ложится на грозовой миф. Это самое начало первотворения, когда происходит переход от хаоса к космическому порядку. И этот переход, в числе прочего, он знаменует разделение мужского и женского начала. Мужское начало верхнее, связано с небесами, женское начало нижнее, связанное с землей, с водной стихией. И во время Шимда, это один из немногих танцев, допускается, предполагается телесный контакт между танцорами. И во время этого танца образуется хоровод, где чередуются мужчины и женщины, держащие друг друга чуть выше локтя, под ручку. И вот этот круг замкнутый, образуемый этими парами, это, по сути, есть визуализация, иллюстрация вот этого изначального неразделенного состояния, когда мужское и женское начало еще слитны. Это состояние в мифологии называется андрогином. То есть это некое существо такое мифологическое, которое воплощает в себе признаки обоих полов, обоих гендеров, ну, сейчас бы сказали гендеров. Вот эти рассуждения, они находят опору и в самой традиции. Да, вот эта пара, которая образуется, когда мужчина и женщина берут себя под руку, это образ такой андрогина. Поэтому Шимд и называется круговой, Тмбл Шимд. А затем он распадается, и мужчина и женщина расходятся, образуют как бы такие самостоятельные линии, чтобы затем снова сойтись, но уже не в круг, а каждый находит в себе свою пару. Таким образом, идея заключается в том, что единое некогда целое распадается, чтобы затем каждая половинка нашла свое соответствие. И действительно, во время Шимда была возможность общаться с девушкой, делать ей предложение. Потому что уже танцуя в парах, опять кавалер брал свою даму за руку. И вот есть такая история, вот она связана с моей роднёй, как один из вот, моих дальних родственников, он ушел на войну Великую Отечественную, и в 1945 году семья получила похоронку. Они в течение года стали делать вот все, что в этом случае подобает. И в 1946 году, да, вот по истечении года, они делали ему годовщину. И как раз в этот день годовых поминок он вернулся, потому что оказалось, что его отправили на Дальний Восток. То есть он воевал с японцами. И представьте себе ситуацию, он возвращается, ворота дома открыты, там люди, ну,
первые, кого он встретил, были дети, и он спросил, а что там происходит? Ему говорят, ну вот они отмечают годовые поминки по своему сыну. Это он. Представьте себе, какое впечатление он произвел на всех присутствующих. Эти поминки Хищт, они плавно превратились в культ. И затем, поскольку его не было столько лет, ему нужно было устраивать семейную жизнь. И он начал ходить на вот эти общественные танцы. И как раз это было время, когда еще во время кашта как раз и выбирали себе невесту. И там вот приглянулась ему девушка. И во время Шимда он, вот держа ее под руку, стал вести с ней переговоры о том, чтобы прислать сватов. То есть он ее спрашивает, «Миноварта Урбарвит он обиквуд». Та ни жива, ни мертва. Мало того, что герой, еще с того света вернулся. Ему фактически годовые поминки уже справили, а он вот... Она, естественно, не знала, потеряла дар речи. Ну, в итоге все совершилось благополучно, но вот этот эпизод остался, что предложение было сделано именно во время танца. И именно во время танца девушка давала понять, насколько благосклонно она настроена по отношению к кавалеру. И здесь грозовой миф, он получает свое развернутое представление и наделяется еще и такой чисто прикладной составляющей. То есть это не какой-то отвлеченный рассказ, а это фактически реализация некоего общественного механизма, который позволяет заключать браки, по крайней мере, запускать вот этот механизм, который в конечном счете приведет к появлению новой семьи. Урузмак и Шатана в этом отношении выступают в качестве образцовой пары, потому что Урузмак, он и мудрый, и мужественный, а Шатана хорошая хозяйка, при этом она советчица своего мужа. Она царица, которая активно участвует в жизни общества. И здесь, наверное, стоит вспомнить эпический сюжет о том, как Урузмак отправляется в свой последний набег, Фаштаг Фошикунд, когда всем кажется, что он уже стар, он хочет доказать, что он все-таки еще сохраняет свою силу, и тут попадает в плен. И только мудрость Шатана его спасает, потому что он присылает парламентеров, которые в иносказательной форме, сами того не подозревая, сообщают о том, что Урузмак в плену. И единственное, кто смог прочитать это послание, понять его смысл, была Шатана. Именно поэтому во время Шимда остинские женщины так радостно и единодушно, хором сообщали о том, что они наследницы Шатаны. Шатана тоже связана с обрядом, тоже связана с областью сакрального, потому что она печет вот эти знаменитые медовые пироги, то, что по-астински называется медамышт. Это такой способ особый приготовления, условно, сдобного теста. То есть мед добавляется в закваску. И поэтому тесто получается на вкус более сладким, нежным. И с этими 3 пирогами она поднимается на вершину башни, откуда с молитвой обращается к Всевышнему. И вот так танец отсылает нас к событиям мифологической эпохи, которые в словесном тексте представлены в эпосе. И получается, что знание танца невозможно без знания эпической традиции.